некоторые философы, в корне противоречит тем обыденным представлениям и здравому смыслу, который, естественно, присутствует у всех людей. И это связано с тем, как люди пользуются мышлением, как они к нему относятся. Про сложность вот этого понимания мышления в связи с противоречием обыденному опыту, наверное, надо будет еще чуть позже специально поговорить, пока я зафиксирую только одну простую вещь, что обыденные представления о мышлении человека связаны, с одной стороны, с многообразием слов, которыми мы цепляемся за мышление, относимся к тому, что является областью мышления. С одной стороны, я начну как раз с некоего перечня, приблизительного перечня этих слов. А вот вторая сложность связана с тем, что в обыденных рассуждениях, в обыденном опыте человек, как правило, в подавляющем большинстве случаев пользуется местоимением «я» в качестве подлежащего в своих рассуждениях. И это подлежащий или этот субъект рассуждений очень сильно суживает пространство применимости мышления в обыденной жизни. Суживает и, соответственно, порождает кучу иллюзий. Вот начну я с перечня некоторых слов, которые могут относить нас к области, которую мы можем называть мышлением. И все эти слова так или иначе нам известны. Слово «ум», например. Слово «ум». Рассудок. Разум. Здравый смысл. Что еще сюда может попадать? Сознание, осознанность. Сознание. Осознанность. Мудрость. Мудрость. Может быть, мысль. Интеллект. Мысль. Интеллект. Видите, сколько много слов, и это еще, наверное, не все, да? Может быть, еще что-то может вспомнить. А все эти слова, они обозначают одно и то же. Спорят. Тем, кому надо подсознательное, те будут говорить, что сознание и мышление разные вещи. А тем, кому подсознательное не надо, те скажут, что сознание и мышление тождественны, и все. Ну, смотрите, мне так кажется наоборот. Тем, кому важно подсознательное и бессознательное, те скажут, что мышление и сознание это одно и то же. Ну, просто нужно отдельное слово именно для этого. Что нужно? Отдельное слово. Для чего? Для сознания, подсознательного, что хотел бы Ну сказать. так есть такое слово, подсознательное или бессознательное. Слова такие тоже есть. Но мы их сюда даже не вписываем, потому что они точно не к мышлению относятся.
Ну, значит, они, наверное, все-таки разные что-то. Ну вот смотрите, давайте сначала принцип зафиксируем, который, ну, по крайней мере, я, как методолог, руководствуюсь. В дисциплинированном мышлении и даже в дисциплинированной речи не бывает синонимов. Как только мы называем одну и ту же вещь разными словами, это означает, что мы что-то не понимаем либо про вещь, которую мы называем разными словами, либо не понимаем слов, которыми мы эту вещь называем. В этом смысле еще до мышления про язык и речь, про речь и язык. Есть такое выражение, любимое методологов поговорка. Язык умнее человека. Вот. Можете себе представить, что это значит? Язык умнее человека. Мы пользуемся языком. Мы что-то языком говорим, выражаем. Мы пользуемся языком для того, чтобы, ну, иногда, по крайней мере, сформулировать, донести какую-то мысль. Как может инструмент, которым мы пользуемся, быть умнее человека? Это вам как риторический вопрос, не для того, чтобы вы на него там сразу бросились отвечать, просто задумались. Да. Вот это связано с тем, что у языка у конкретных терминов больше коннотаций, чем мы хотели бы, допустим, использовать в конкретный момент. Да. То есть, соответственно, больше трактовок. Да, в том числе, да. В том числе, да. Хотя это, как бы, да, вот понятная, простая вещь, которую вы сказали, что у слов больше коннотаций, чем мы имеем в своем употреблении по отношению к этому. Или хотели. Да. Да. Она вроде бы сама по себе понятна. Но вот как это позволяет понять то, что язык умнее человека, непросто. Тут еще надо несколько сделать замечаний и связок. Ну, например, известно, опять же, выражение, которое даже Губерт предложил. Который звучит примерно следующим образом. Не человек овладевает языком, а язык овладевает человеком. Тоже я предлагаю вдуматься в эту формулировку. Язык овладевает человеком. Как минимум это означает, что если мы переведем рассуждение в плоскость отношений, собственности, владения, распоряжения и так далее, то мы должны будем так или иначе попытаться понять такие простые вещи, что человек не является хозяином языка. Язык никому из нас не принадлежит. Я сейчас говорю на языке, который называется русским. Можно даже попытаться представить себе язык как вещь, как объект. Тогда права собственности на этот язык принадлежат сотням миллионов людей, которые на нем говорят. Вроде. Но с другой стороны, когда мы даже в детстве, в раннем детстве, начинаем лепетать, нас никто не учит грамматике, синтаксису, не заставляет выучивать слова из словаря. И вроде бы создается иллюзия, что ребенок потихоньку овладевает языком. Не язык овладевает ребенком по нашему ежедневному опыту, да? А ребенок овладевает языком. Но он же его не контролирует. Но он же его не контролирует. Да. То есть он начинает его использовать, но он не влияет на самом деле. Да. Но если мы задумаемся, размышляем об этом выражении,
странном и в общем противоречащем обыденному сознанию, да, что это язык овладевает человеком. То есть язык захватывает бедного ребенка и начинает говорить устами ребенка. Ребенок еще не знает многих слов, но он начинает словами как-то связываться с этим миром. Он пользуется словами. Дебика, там, еще какие-нибудь, да? Коко, там, та-та. И далее. Словами, которых вы в словаре не найдете. Но которые почему-то понимаются родителями, да и не только родителями, иногда не понимаются другими детьми, другими взрослыми и так далее. Ведь это же родители. Родители подсказали ребенку эти слова. Он не выдумывает их. Ребенок занимается словотворчеством, но... Нет, ну, наверное, он их не выдумывает. Родители назвали... Потому что, если бы он их выдумывал, у нас было бы больше оснований говорить, что человек овладевает языком. Овладевает, владеет, выдумывает и так далее. Вообще нам известны прецеденты, когда кто-то выдумывал слова, придумывал слова. Здесь слова придуманы. Да? Это может быть какой-нибудь писатель или поэт, предложивший там новое слово. Да? И в общем некоторые писатели и поэты гордятся тем, что слова, которые они придумали, потом начинают жить в языке своей жизни, да? Их как-то изобретают и потом пользуют. Но вот нам надо размышлять над этими вещами. Язык овладевает человеком. Про язык мы знаем немножко больше, потому что традиция изучения языка насчитывает минимум 2-3 сотни лет. Я не говорю сейчас там древние попытки изучать язык, хотя, в общем-то, древние тоже внесли большой вклад в язык, во всяком случае, алфавиты, грамматики, правила языков, которые дожили до нашего времени, были предложены, сформулированы в глубокой древности. И сделать этого без чувства, понимания языка было нельзя. А вот традиция исследования мышления, изучения мышления, она гораздо меньше. Несмотря на то, что древние тоже об этом рассуждали. Но во всяком случае, древние греки имели несколько слов для того, чтобы соотноситься с мышлением. Ну и, в общем, как и мы, этих слов было много, но они выдергивали, собственно, для философствования, для размышления несколько слов. Ну, например, Анаксагор, предшественник Сократа, употреблял слово «нус». «Нус» — это примерно наш ум, да, можно перевести. И полагал, что «нус» лежит в основаниях там всего, буквально как физики, которые строили там представления о мире на базе там огня, воды, пирона там, или еще чего-нибудь. Вот Анаксагор считал, что в основании всего мира лежит нус, ум. И всем известно слово логос. Логос, которое у греков означало одновременно и слово, и мысль. Ну, поэтому, когда греки, евреи сами переводили Библию на греческий язык, они начинали именно таким образом. Вначале был логос. Это там у Иоанна, но примерно то же самое, как бы логос употреблялся во всех других местах и Ветхого Завета в аналогичном качестве. Слово и мысль практически одно и то же. Да? Так вот, за каждым из этих слов, которые мы здесь употребляем, так или иначе стоит отсылка к мышлению. Отсылка к мышлению, но к разным ипостасям этого мышления. Ну что значит разным ипостасям? Если мы возьмем
функциональное место для подлежащего. Да? Я несколько раз обращался к этой схеме. Функциональное место. Это функциональное место для мышления. И об этом, о том, что является подлежащим, нечто сказывается. Разные сказуемые могут быть. И вот эти сказуемые или предикаты логические схватывают разные стороны мышления. Разные стороны, то есть мы всякий раз, употребляя разные слова, говорим о каком-то срезе, о какой-то части, о какой-то стороне мышления. Ну, например, когда мы говорим «ум», о чем мы говорим, когда говорим «ум», какое подлежащее, на какое подлежащее указывает это слово, и что об этом сказывается вот этим словом «ум». Этим словом указывается, как правило, на индивидуального человека и приписывается этому человеку некое качество, составляющее ум. Поэтому мы можем говорить «умный человек». Когда мы говорим, например, но есть такое выражение, сейчас, наверное, вы многие слышали, «умный дом». Мы понимаем, что это метафорическая вещь. Да? Дом не является умным. Человек оснастил его просто разными прибамбасами, хитрыми, да? И в этом смысле мы бы скорее сказали, о, какой хитрый дом, да, как бы, да? В этом смысле ум скорее похож на хитрость, чем на... Но сам по себе ум указывает на носителя ума, да? И характеризует степень, да? Степень проявленности этого качества. Поэтому про одних людей мы можем говорить как более умных, про других как менее умных. Характеризует ли ум все мышление? Ну, давайте вернемся к аналогии с языком и речью. Один человек говорит более грамотно, другой менее грамотно. Но это говорит о человеке. Грамотность, владение языком, хорошее или плохое владение языком говорит о человеке, но не о языке. Язык от этого не страдает. От того, что кто-то знает мало слов, не умеет их правильно употреблять и так далее. Да? Языку от этого ни холодно, ни жарко. Если человек один более умный, а другой менее умный, это говорит о человеке, ну, количественно как-то различает людей, поэтому по наличию этого качества. Но это ничего не говорит о мышлении. Мышлению ни холодно, ни жарко. От того, умный человек или глупый. Да? Понятна аналогия? Отношения. Вот это отношение нам очень важно, чтобы понимать мышление. Поэтому мы не можем отождествлять мышление с умом, а значит, не можем отождествлять мышление с тем, что является качеством и свойством отдельного человека. Когда плохо владеющий языком человек, неграмотный человек, искажает слова, грамматику, там еще что-то такое. Мы понимаем, что есть правила и есть правильное языковое выражение. Мы можем соотносить то, что говорит человек, с правильным языком, и тем самым поправлять человека. Говорить, что нельзя так говорить. Ну, например, долгое время говорили, что кофе мужского рода, и значит, нельзя говорить про кофе, что это оно остыло, или еще что-нибудь такое. Да? И тогда люди более грамотные, я не говорю умные, более грамотные, да? Более грамотные, поправляли неграмотных и говорили, правильно говорить вот так. Мы говорим не компас, а компас. Говорит в песенке Высоцкий, да? Мы говорим не ветры, а ветра. Оказывается, есть еще профессиональные языки. И, соответственно, может быть, наверное, какое-то профессиональное мышление. Если по этой аналогии, развивать дальше эту аналогию, да, или вот это вот как бы качество и свойства. Отлично. Если мы переходим к
опять же, синонимов нет, значит это что-то разное. Да? И вот, например, Кант различает в своей критике чистого разума, различает разум и те, скажем так, объекты организованности разума, которые свидетельствуют о существовании, онтологическом существовании этого разума. И рассудок, выделяя категории рассудка, как те организованности, на которых строится рассудочная деятельность, рассудительная деятельность. Вот здесь разные корни, да, в этих словах. Здесь корень суд, а здесь ум, да? Немножко разные вещи. Но когда мы начинаем смотреть на корневые основы этих слов, то мы там обнаружим как бы меньшее разнообразие, что ли, да? Смысл. Смысл и там было слово мысль, да? Берем мягкий знак, один и тот же корень. Только приставка здесь что-то значит. Сознание. Знание, корень. Знание, со, такая же приставка примерно как со смыслом. Да? Ну, про осознанность в данном случае не говорим. Интеллект, заимствованное слово. Мудрость, в принципе, там тоже в корне ум лежит. Да? Ну, давайте обратимся еще к одной аналогии, связанной с корнем, который присутствует в слове «рассудок». Откуда корень «суд» появляется в словах, которые выводят нас на мышление? Какими? Но Идеи. суждение. Суждение тот же корень. Там, да. Отсюда Как корень «суд» появляется в словах рассудок, рассуждение, суждение? Ну, какая-то была аналогия, типа, ты можешь принимать решения, а соответственно ты обладаешь мышлением, видимо, как-то так. В каких-то неоднозначных ситуациях ты не можешь принять верное решение. Вот скажите, пожалуйста, Вопрос судьи. если мы говорим о суде, какие слова мы употребляем? Встать, суд идет. Слышали такое выражение? Кто идет? Суд. А почему не говорят в таких случаях? Встать, судья идет. Что судья не весь суд. потому что считается, что судья это в данный момент всех все отбирает. То есть не только свою личность, но и справедливость, закон и все остальное. Суд отбирает, Да. а не судья. Да, но Судья – это человек в юбке, в штанах там, и так далее, который ходит, приходит, выходит и так далее. Да? Но когда он входит, говорят почему-то неграмотно, не судья входит, встать суд, судья входит, идет. Говорят, суд идет. Да? То есть человеку приписывается, человеку, который идет, входит, приписывается нечто большее, чем он есть. Дальше. Приговор выносит суд. Да? Когда обращаются к судье, судья и суд – это разные вещи, да? Обращаются к судье со словами «Высокий суд, разрешите сделать заявление» там, и так далее. Да? Чувствуете разницу? Тогда скажите, пожалуйста, когда выносится приговор, можем сказать, что судья вынес приговор? Можем. Правильно говорить. Судья огласил приговор суда. Ловите слова, чувствуете? На вкус, на запах, на все. Да? Так, судья огласил приговор суда. Кто такой суд? Процесс. Это закон. Процесс, включающий в себя, в том числе, фундаментальный, не процессуальный, а статичный закон, да? Включающий в себя судебное прение, судебное следствие там, и так далее, да?
допрос свидетелей, подсудимых, обвиняемых там, и так далее, обвинителей, да, суждение адвоката, прокурора и прочих. Да. Вот это все называется суд. Процесс вместе со статичными элементами, которые не являются процессуальными, входящими в это дело. Да. И вот судья оглашает приговор. Судья оглашает приговор суда. Кто рассудил? Рассудил суд. А? Можно быть присяжных, а можно без присяжных. Да? Один судья, прокурор, защитник, да, и там обвиняемый, который тоже что-то там говорил, что-то там делал на суде там, и так далее, по порядку соответствующему. Да? И вот процесс, порядок, состав суда, все вот это входит в то, что суд рассудил. А судья только оглашает. Конечно, судья – это очень важный компонент суда. Очень важный. Но суд не сводится к судье. И теперь, а судья может быть умным? А дураком? Может. Теперь смотрите. Приговор суда обжалованию не подлежит. Если бы судья был очень умным или страшным дураком, представляете, дурак вынес какой-то приговор. Можно ли после этого, сюда вот дурак вынес приговор, сказать, что этот приговор обжалования не подлежит? Все возможно. Ну, понимаете, конечно, можно и кофе это самое, говорить, что оно, да? Як наемся творогу, так и не могу здесь. Здесь все сводится к тому, чтобы именно лишить судью субъективности, то есть чтобы у суда убрать субъектность, ну, субъектность принять решение, и сделать, что такие качества, как умный дурак, не приписывать. Отлично. Теперь смотрите на эти слова. Да. Где в них присутствует субъективность и объективность? В котором есть Рассудок. объективность, рассудок, а образ. Вот смотрите. Ум. Субъективно. Начинали разбирать. Да? Ум имеет подлежащий человек. Когда мы предикат ум приписываем человеку, индивиду, да, тем самым мы субъективируем всю вот эту связку субъекта, предикативную связку. Да? Поэтому человек может сказать что-то умное, может сказать что-то неумное. Да? По отношению к мысли. Это как? Ну теперь. Ум субъективно, точно субъективно. Здравый смысл. Нет, говорят, там есть здравый смысл, или там нет здравого смысла. То есть, ну, это может быть сказываться не о субъекте. Ну, не о человеке, но о тексте, например, там, или еще что-нибудь. Это как критерий. Давайте еще выделим отдельно смысл и здравый смысл. Да? Есть отличие в здравом смысле и просто смысле? Да, есть. Вот смотрите, смысл построен грамматически таким же образом, как и слово сознание. Есть приставка «с» или «со». В данном случае это зависит от того, как с корнем сочетаются эти вещи. Да? Причем в других языках то же самое. Да? Например, по-белорусски «сенс», да? А по латыни «common sense», «conscience» по-французски и так далее. Да? То есть это то, что сочетает в себе субъективное и объективное. Объективное, даже не объективное, нет, не объективное, а интерсубъективное. То есть приставка «с» означает удержание, совместное
владение или там совместное действие чего-то с чем. Сознание. Это значит, есть знание в корне, как бы, да? Сознание – это что-то еще вместе с знанием, да? Совесть. Совесть, есть весть, и есть еще что-то там, да, к этому всему. И вот есть смысл. Смысл указывает вот это вот на интерсубъективность мысли. То есть это разделенная мысль. Разделенная мысль, и поэтому мы можем говорить, в том, что вы говорите, есть смысл. Да? Или резон есть, да? Маете рацию. А вот здравый смысл, что означает добавка здравый смысл? Это уже оценка конкретного смысла. И она может быть субъективной. Да, это какое-то ограничение, накладываемое на смысл, да, потому что вдруг он не здравый. Частный случай и смысл. Частный случай, да, со смыслом. И вот была целая школа в Шотландии, шотландская философия, если вы в словарях поищите, шотландская философия или Томас Рид, как глава этой философии, которые отрицали объективность мышления и апеллировали к тому, что реально существует только смысл, а человеку важен именно здравый смысл. Здравый, то есть это то, что несет в себе некую субъективную составляющую, ну, например, полезность. И здравый смысл рассуждает, судит обо всех вещах с точки зрения того, насколько это мне здраво. Ну или как, соответственно, когда-то писатель Лесков по этому поводу иронизировал, да? То, что русскому здраво, то немцу смерть. И в этом смысле здравый смысл, это субъективация, вторичная субъективация того, что когда-то было интерсубъективным смыслом. Сознанием, осознанностью то же самое. Про мудрость. Мудрость объективная или субъективная? Субъективное. Полностью субъективная. Итак, две версии. Полностью субъективная или должно быть объективное? Как мы рассудим? Как будто внешняя характеристика чего-то. Ну, дайте я скажу свою версию, а вы там дальше додумаете, когда-нибудь меня поправите, если я буду писать про глупости дальше в словарях, там, в книжках и так далее. Вы будете смеяться над этим и говорить, а все на самом деле нет. Если я скажу, что мудрость – это некая квинтэссенция ума большого. Ну да. То есть слово мудрость мы называем много ума. И, соответственно, мудрец – это очень умный человек. И в этом смысле мудрость тоже субъективна, потому что она неразрывна от носителя. Правда. Сейчас. Это если мы говорим про подлежащую мудрость, да, как свойство, качество кого-то, да, и, соответственно, приписываем слову мудрость высшую степень ума. Да. Есть другая штука. Изречения древних мудрецов, ставшие транслируемыми, да, афоризмами в интернете или еще где-нибудь. Да. Есть некие изречения, которые были сделаны очень умными людьми, имена которых мы забыли. И они называются народной мудростью. Да. И тогда мудрость уже означает не качество некоего мудреца, присущее этому мудрецу, да, а выпущенное в свет. И тогда мудрость, она близка к мысли. Мысль тоже может быть, которую мы повторяем, да, очень часто. Ну, например, я вот приходил когда-то, когда консалтингом занимался, мне часто приходилось консультировать фирмы, по традиции, по школе, тому, что я умел делать. Да? Я им говорю, ребят, давайте-ка мы подумаем о миссии вашей фирмы. Ну, это, построим философию вашей фирмы. Ну, давайте.
Ну, спрашивается, что является целью деятельности вашей фирмы? Они говорят, ну что за глупости ты спрашиваешь? Целью любого бизнеса является прибыль, да? Я говорю, ну ни хрена себе мудрость вообще. И мне всегда, почти всегда приходилось сначала разбираться с этим. Что мысль, которую повторяют, ее не считают мудростью, ее считают банальностью даже, да? Но тем не менее, она как вот мысль, да, передает. Вот мудрость, в данном случае народная мудрость или там изречение великих мудрецов, да, это вот что-то такое. Тогда это не качество, да, а это некое транслируемое, такое стабильное, как это называется, устойчивое выражение. Да? Но вот в этом качестве мудрость тогда должна быть объективной. Ну или, по крайней мере, опять же, интерсубъективной. Да? То есть тем, что принадлежит не одному, а имеет более общее значение. Ну давайте вернемся все-таки к суду. Итак, если суд выносит приговор, по-белорусски присуд, приговор, еще вырок, можно сказать по-белорусски, так далее, можно считать этот приговор некой мыслью. Мудрый, не мудрый, я не знаю, но мыслью. Нет. Почему? Языковым текстом. Ну, она может быть выражена в одной фразе, может быть выражена неким текстом, так и так далее. А? Ну, а почему нет? Ну, в обыденном понимании слова. Вот Бог как бы 6 дней работал по сотворению мира, а на 7-й день работу прекратил, но оценку дал. И сказал Бог, что это хорошо. Да? Ну, такая была у него мысль. А мысль может быть коллективной? Что? Мысль может быть коллективной? Почему? Не может. Не может. Она таковой только и является. То есть, если мы рассматриваем суд как процесс из множества составляющих, то как этот процесс может произвести мысль? Вот. И тут, понимаете, какая штука. Язык умнее человека. Поэтому язык судопроизводства, юридический язык, он по-своему мудр. И он поэтому запрещает нам говорить, встать, судья идет. Он говорит, суд идет. Суд идет, это значит, идет не в смысле шагает, да? А входом, символическим входом одного из главных участников суда, да, запускается процесс. И тогда суд идет. Понимаете? Ну как мы говорим, идет кино. Да? Или мы входим в театр. Говорит, куда ты прешься? Уже спектакль идет. Да? Спектакль ведь мы не сравниваем с режиссером или с главным действующим лицом. Да? Вы после 3-го звонка не входить, потому что главный герой идет. Да? Идет спектакль. И вот суд идет. Вот интересно. Суд может идти, а мыслить не может. Да, получается. Только суд и мысль. Понимаете? Суд мыслит. Не судья, не прокурор, не адвокат, не подсудимый, не обвинитель, не свидетель. Мыслит суд. И именно поэтому приговор суда обжалованию не подлежит, что если все правила соблюдены, если процесс соответствует статичной букве закона, больше рассуждать не о чем. Я предупреждал, что то, что я буду говорить сегодня, трудно для понимания. Понимаете, старайтесь понять вот эти вещи. Судья не мыслит. Мысль всегда коллективна. А что с нами происходит? Мы
дерьмо, конечно, в общем, человек. Говорят некоторые, думают, что звучит гордо. Ну, гордые. Ну да. Вот мы привыкли, мы такие гордые, мы же мыслим. А следовательно, существует. Когда мы осмыслим вашу идею, Это как туда? ваш тезис, это является коллективным действием или индивидуальным? Ну, я думаю, что индивидуально. Но это не является тогда мыслью. А? Ну да, мы еще не написали сюда это вот все подлежащие, да? Подлежащие, существительные. Давайте мы добавим парочку глаголов. Вот рассудок, рассуждать. Да? А вот есть слово такое, думать. Ну да. Правда, можно еще сюда думу добавить существительное, как бы, да, тоже от корня ум. Ну вот вы думаете, как тоже анекдот там существует, ну, как не анекдот, а то, что в среде методологов как байка ходит. Да? Входит преподаватель в класс и говорит: господа, в гимназические времена имеется в виду, господа, вы мыслите, когда думаете? А что, господа, подростки? Нужно отвечать: конечно, мы постоянно думаем. Нет, я понимаю, вы думаете там, о том, как сбежите с уроков, там, победите по девочкам, там еще куда-нибудь. Думать это одно. Вот мыслить. Мыслить. И вот психологи, путаники, которые естественным образом, интроспективно наблюдают в себе некий ум, и способность этим умом пользоваться, думать. Да? Приписывают эту способность думать некоему целому и говорят: вот есть такой психический процесс мышления. Мышление выражается в том, чтобы думать. Да? Дальше начинают изучать, как это происходит, думание. Изучают и говорят: поняли. Думание, в этом смысле они-то пользуются словом мышление для обозначения думания. Мышление, думание, как существительное аналогично. Да? Мышление, как думание, состоит в задержке речи. Тогда мышление – это задержанная речь. Вот я вас спрашиваю и говорю: не отвечайте, не торопитесь отвечать, подумайте, да? И вы, соответственно, могли бы мне отвечать сразу, если бы я спросил. А поскольку я попросил еще, попросил не отвечать, что-то у вас там происходит. И вот это называется думание. Вы думаете сейчас, да? Мы думаем. При этом, давайте спросим себя так. А вот когда вы думаете, это где? Это не в голове. Почему? Это внутри как раз. Но мы же еще в самом начале говорили о том, что у человека настраивается такая мысль, да, и что, это как телевизор, да, то есть он показывает картинку, но если его выключить, то внутри этой картинки не будет. Ну вот давайте посмотрим себя, займемся такой небольшой интроспекцией, как это делали психологи, скажем так, до сциентистской эпохи. Да, 100 лет назад, ну ладно, чуть больше 100 лет назад, сциентистская эпоха закончилась, уже в начале 20 века все психологи употребляли слово интроспекция как ругательное, да, то есть ненаучное. Но мы, тем не менее, попробуем. Итак, вот, загляните в себя, да, и расскажите мне, вот кто-нибудь, кто может, когда вы думаете, что происходит, где я пока подвешиваю тогда вопрос, что происходит? Писаешь.
Слова появляются. А картинки? И картинки, и все, что Какие угодно. формы есть? Умные психологи, когда они дошли в своих размышлениях до того, что пора переходить к практике, про это, да, вот они стали делать тесты по измерению интеллекта, да, ума. Поскольку, наблюдая в себе, что мы как бы пользуем придуманные слова и образы, да, разделили мышление вот это вот на образное и вербальное. Потом, отвечая себе на вопрос, а где это все происходит? В мозгу. В соответствии с этим разделением они разделили мозг на две части. Образное полушарие и логическое полушарие. Ну и так далее. Начали конструировать эти вещи. Отлично. А когда вот закройте глаза, да, и представьте себе, ну, например, меня у доски. Можете с закрытыми глазами себе это представить? Можем. Где я? Доски. Точно у доски? Конечно. А не в вашей голове? Да, ну, Ну, чувствуете странность вот этого, да? Ну, как бы представляем себе, да? Представляем меня, но у доски. Да и ладно, с открытыми глазами. Вы меня видите? Ну да. Чем вы видите меня? глазами. Глазами. Я в вас глазу? Наверное. Или в мозгу. Отражаетесь. Какие-то следы меня, стоящего здесь, в вашем глазу, ну, на сетчатке, там, да, в электрических и химических процессах колбочек и палочек, да, можно обнаружить. Но вы никогда не обнаружите меня в химических процессах колбочек и палочек. Более того, если вы даже залезете в глаз, вы обнаружите там меня не таким, как я есть. И перевернут. То есть мало того, что я не в глазу, а вы меня видите здесь и стоящим на ногах, а не на голове. То, что вы найдете в вашем глазу следы этого, они будут вам лгать. Когда психологи и физиологи высшей нервной деятельности обнаружили это обстоятельство, они стали думать, а как же это все происходит у нас, собственно. И даже эксперимент такой придумали. Знаете, можно же изобрести такие, как это называть? Виртуальные очки. Призматические, да, очки, которые будут переворачивать изображение, подавая световые лучи на глаз. Да? И мы будем видеть все в перевернутом состоянии. И вот испытуемых заставляли носить такие очки на протяжении длительного времени. Да? Некоторое время все испытуемые видели мир перевернутым. Привыкание к таким очкам состояло в том, что мир вернулся назад. И они стали снова видеть его, как будто бы вот все правильно. Очки не снимаются, привыкают к ним, да, и мир становится снова с головы на ноги. И они так живут. Да. Потом с них снимают очки. Перевернулся, да? Это в глазу происходит. Чтобы это происходило, нужно еще какой-то процессор вот к этому органу восприятия, да, который обрабатывает следы, мои следы в вашем глазу, на сетчатке глаза, да, и ставит все на место свое. Но обратите внимание, вот в глазу мы имеем, как в камере обскуре, в фотоаппарате там, или в других вот, этих самых оптических приборах, да, ну, буквально по законам оптики отображение одного в другое. Да? А как бы мозг, который обрабатывает сигналы из глаза, ставит все на свои места, переворачивает. Но если в глазу мы можем изображение найти, ну как, на фотографии мы можем найти изображение, да? Что такое?
точечками как-то изображено, да, но мы даже можем познать. Вот гаул, как бы, да. Но мы же не путаем то, что здесь изображено, с реальным покойником. Гаул, да? Покойник себе покоится где-то, да. А это только знак его. Вот в глазу мы имеем знак меня. Вы имеете в глазу знак меня. Да. В этом глазу я означкован перевернутым, а деятельность специальной программы там, да, какой-то переворачивает все назад, как бы, и так далее. Ага. Если это все происходит с изображением, которое в глазу, можно ли и происходит с помощью высшей нервной деятельности в зрительных отделах головного мозга, можно ли считать, что вы видите меня в зрительных отделах головного мозга? Фокус состоит, парадокс состоит в том, что вы видите меня там, где я есть. Что бы там ни происходило в вашей голове. И поэтому вы видите все меня. Когда вас спросят на суде, расскажите. Это нечаянно. Опять? Извините, нечаянно. Безотносительно. Так вот, если вас спросят, да, вы расскажете и будете рассказывать примерно одно и то же. Можно ли было бы ожидать, что вы расскажете одно и то же, да, если бы вы не видели одно и то же? Но я-то абсолютно не знаю, что происходит у вас в глазах и в вашем мозгу. Абсолютно. И немцы, психологи, называли это трагической непредставленностью. Трагическая непредставленность, что как бы я ни препарировал мозг, какими бы естественно-научными методами, абсолютно достоверными, построенными на лучшей методологии науки, не исследовал, что происходит в ваших головах, я ничего там не увижу. А странным образом, то, что вы видите, переживаете, чувствуете, совпадает. То есть, как минимум, является интерсубъективным. А в общем, чтобы нам жить в этом мире, нам приходится считать это объективным. Я есть. И я есть там, где вы меня видите. Удивительно, что. Ну, так вот есть. Да. Ну, это отдельная как бы песня. В науке 19 века это было сформулировано в виде двух парадоксов или двух проблем. Психофизиологическая проблема. Каким образом психические образы рождаются в физиологических процессах. Да. И психофизическая проблема. Каким образом то, что существует вне всех процессов в органах чувств, в мозгу и так далее, да, соответствует тому, что есть в физическом мире. Проблемы поставлены, и, в общем-то, их до сих пор никто не берется решать. Это вам не какая-нибудь теорема Ферма, которую там все пытаются доказывать. Ну, поехали дальше. Итак, значит, когда я спрашиваю, мысль, она где? Мысль состоящая. Как из слов вербально, так и из образов там, и так далее. Да? Ну, потому что вот вроде у нас нету других способов думать, кроме как ворочая образами или словами. Наверное, кошки, собачки, дети, которыми еще язык не овладел, они тоже только образами думают. Как бы. У них тоже крутятся образы. Вот, у кого домашние животные есть, иногда, наверное, имели возможность наблюдать, когда собакам или кошкам снятся сны. Да? Мы не знаем, что у них там в головах. Но они там взвизгивают, лапки дергаются, там, да, ну понимаешь, там что-то происходит похожее на то, как мы видим сны. Да? То есть у них что-то там вертится в голове, да? Так вот, в голове-то в голове, а вот с этими парадоксами, на которые я обращал сейчас ваше внимание, да, что вы видите меня не в своей голове, а здесь, там, здесь, то куда мы помещаем мысли? Да. У меня есть мысль по поводу мысли. На вопрос, если
вопрос. Мысль, она где? Нам не будет ли проще сказать, что она не где-то находится статично, она происходит? То есть, Хорошо, да, точно. есть, ну, сейчас, как описано в медицине, есть импульс, который проходит между точками, и вот то, как мы его интерпретируем, Хорошо, оно у нас да, выражается в да, мысли. То есть да. теоретически, если вы построите, возьмете такой же интерпретатор, дадите ему этот же сигнал, он его должен понять. Точно, точно. То есть вы думаете в правильном направлении. Отлично. Вот смотрите, для того, чтобы у вас при закрытых или открытых глазах возник мой образ, стоящий у доски, нужно, чтобы вы как-то взаимодействовали со мной. И тогда образ локализуется не у вас в глазу и в мозгу, да? А он локализуется в пространстве, где я имею физическое существование, место, да? И с тем, что происходит у вас в головах. Образ странная вещь, которая как бы локализована сразу, ну давайте ограничимся, в двух местах. Вот здесь, да? И то, что происходит у вас. И отбросить одно из этих мест невозможно. То есть, если вас не будет, ну, если вы на меня не смотрите, я существую. Солипсисты могут сказать, что сомневаемся. Мы люди в здравом уме. Я понимаю, что если вы выйдете из этой комнаты, а я останусь, я тут буду. Ну так вот, как бы, привыкли мысли. И в то же время, понимаете, никакого образа не будет, если я буду, а вы на меня не будете смотреть. Или я никогда не был в вашем зрении, то вы и представить меня не можете. То есть что-то человекообразное, человекоподобное, да, но не меня. Ну вот опять, если уже шутка, это как те менты, да? Смотрите, процесс, да, причем процесс, связывающий два топологических каких-то места, да? Там, где я имею физическое существование, и там, где происходят какие-то процессы обработки сигналов, исходящих из или отражающихся от этого физического от места, где я имею физическое существование. Да? И одно без другого не существует. Если мы вспомним, то вот сложная наука физики. Да? Интересно. Физики дошли до того, что электроны это не такие штуки, которые болтаются вокруг ядра там, по этим самым заданным орбитам, да? А которые, как это, поля, существующие там в отношениях. Да? Так же и здесь. Есть два места и отношения. Отлично. И вот эта вот штука, да, которую я сейчас почти квантовая механика, да? Вот эта штука, квантовая механика, которую я сейчас вам на пальцах попытался рассказать, да, она называется не мозгом. Мы для нее имеем некое более обобщающее название. Сознание. Да? Это сознание. Я тогда опять спрошу, где? Сознание где? Сознание это отношение получается. Конечно. И сознание ваше точно не в мозгу. Ну да. Понимаете, мозг имеет к этому отношение. Это одна из конфликтующих. Но сознание это то, что вообще все входит вот в это, да? То, что вы видите. И вы себя осознаете в этой комнате, разговаривающими со мной, да? У вас там где-то там поскрипывают. Открывая глаза, я же Не уходите. Конечно. И глаза вроде закрыты, да? А там что-то продолжает происходить. Продолжает жить своей жизнью. Эхо такое. Да? Поэтому, там опять же, те же психологи говорят, представление это продолженное восприятие, да? Каким-то образом. Для того, чтобы восприятие могло быть продолженным в представлении или воображении, нужно, чтобы существовала память. Ну и там вот эти процессы связываются в некий комплекс, да, и они дают сознание. Но важно следующее, что сознание не локализуется в мозгу. И даже во всей нервной системе с ее, там, мы же не только от глаз получаем ощущения, да, но и от там, виброрецепторов, там, от всякого фигни, тактильное там, и прочее. Так вот, даже не это.
Сознание – это то пространство, которое дано вам. В этом смысле ваше сознание включает то, что вы видите, то, что вы слышите сейчас, там, и так далее. Да? Обратите, поэтому нужно внимание, что оно, поэтому и не знание, а сознание. Да? Со всем вот этим вот, со всем этим барахлом. Кстати, сознание тоже получается коллективно. Но для сознания коллективность не обязательна. Для сознания достаточно понимания вот этих вот двух локусов, да, двух мест. И процессов, которые их связывают, соответственно. Да. А вот, например, мы говорим иногда об общественном сознании. Да. Что такое общественное сознание? Правда, Бурдье Пьер говорит, что общественного сознания не существует, или общественного мнения не существует. Да. Но мы, тем не менее, практически часто имеем с этим дело. Да? Мы говорим, врем, но тем не менее, часто употребляем. Белорусы толерантны. Белорусы, можно считать толерантность, как и ум, да, свойством вот кого? Значит, один белорус может быть умным, может быть толерантным. Да, два белоруса толерантные, мы говорим, и все белорусы толерантные. Один белорус умный, другой белорус умный, мы говорим, можно сказать, все белорусы умные. Понятно, что если мы найдем хотя бы одного белоруса нетолерантного, да, мы фальсифицируем утверждение о том, что все белорусы толерантные, все. А если мы найдем одного белоруса дурака, мы скажем, те же белорусы умные, как бы, да. Но тем не менее мы говорим постоянно про белорусов, что они такие, они сякие, там, и так далее. Да? Или спрашиваем, а белорусы хотят вступить в Евросоюз? Ну, тут мы соблюдаем некую объективность. А когда некий человек говорит, белорусы и русские братья, и мы все желаем вступить в союзное государство. Он врет так же, как мы врем, если говорим, что белорусы все хотят вступить в Евросоюз. Да? Но тем не менее, мы в принципе пользуемся на практике такими вещами, как общественное мнение. Мы понимаем эти вещи. Да? Отлично. Это про мнение. И про всякую толерантность и так далее. А наша тема, и нас интересует с вами мышление. Да? Итак, про суд мы помним. Да? Суд мыслит через людей, которые там присутствуют, через закон, без которого они не могли бы это делать. Да? Причем закон бывает писанный и не писанный. Вот когда, знаете, суд Соломона, да? Это басня про суд Соломона. У Соломона не было гражданского, административного, процессуального кодекса там, и так далее. Да? Он выносил решение. Что, у него закона не было? Был закон. Иногда законов несколько. А закон тогдашний у него был, во-первых, закон Божий, неписанная мораль, там, и так далее. Да? Иногда сосуществует сразу несколько законов. Вот как когда-то Кургинян, объясняя процессы, происходящие на Кавказе, он говорил, понимаете, кавказцам очень трудно, потому что они одновременно живут по 3 кодексам закона. У них есть советский закон, или гражданский закон, по которому как бы работают суды, да? И они, например, должны судить молодого человека, который украл девушку, чтобы на ней жениться. Но закон Божий требует. Да. А еще есть законы шариата. И он говорит поэтому, что на Кавказе у горцев действует шариат, адат, это, условно, закон гор, да, или обычное право, адат. У чеченцев, по крайней мере. Я не знаю, как в других народах, на других языках это может называться по-разному, но тем не менее горцы его так свято чтут. И советский закон, или там закон и государственности. Да.
три закона, иногда они могут противоречить друг другу. Что происходит в англосаксонском суде, где нету кодексов законов? Да? Там есть прецедентное право. Прецедентное право, поэтому, если в наших условиях, скажем, суд присяжных является неким бантиком над судопроизводством, то там без суда присяжных обойтись просто нельзя, потому что закона нет, как бы, да? А присяжные, они апеллируют к некоему, к некой всеобщей справедливости, там, да? К логике, ну потому что их спрашивают, имело ли место быть преступление. Они логически рассуждают. Потом спрашивают, виновен или не виновен. Да? Тут уже работает не логика, не эти какие-то вещи. Да? Тут работают присутствующие как бы в душах людей. В душах, в данном случае я не стану углубляться в разницу между сознанием и душой, да? Но скажу, что душа, если мы начали бы это рассуждать, просто времени нету на это, да? То же самое, как и сознание. Локализовано не в мозгу и не в пятках у человека, куда она время от времени уходит, да? Она точно так же распространена на всем пространстве. Да? И поэтому душа наша болит, когда, например, мы видим жестокость там, по отношению к животным, которые наблюдаем и так далее. Да? Или еще что-нибудь такое. Даже по телевизору, когда там страдают люди там, от терроризма и так далее. Да? Мы душой чувствуем. То есть душа в пространстве распространена, не замкнута в теле, грубо говоря. Да? Так вот, соответственно, в этой душе или в этом сознании присутствует некий закон, которым руководствуются присяжные. Но теперь вот присяжные судов выносят приговор, если приговор считать мыслью, коллективной мыслью, они к ней пришли по определенной процедуре, договорились, да? Она дальше носит квазиобъективный характер. Ну, квази, с добавкой квазиобъективный, да, потому что все равно это делали люди, да, со всеми своими грехами, слабостями там, и так далее. Хорошо. Теперь от суда перейдем к науке. Кто является автором открытия? Ну, например, там, закона Ньютона. Яблоко, Ньютон, дерево стояло возле Ньютона. Ну и взаимодействие, только его как бы. А также те люди, с которыми он спорил, которые ему возражали, которым он возражал. Да? И вот это была мысль. Понимаете, не то, что яблоко ткнуло, и он там вступил в квантовое взаимодействие с яблоком, у него там замкнуло какие-то там клеммы и так далее. Да? Главное, что он участвовал в суждениях людей, которые на тот момент мыслили мир определенным образом, и он с ними, вступая в разговор, спорил. Поэтому, конечно, закон носит имя Ньютона. Имя Ньютона он носит примерно на том же основании права, на котором судья, конкретный человек, который может быть умным или глупым, оглашает приговор суда. Мыслил суд, а судья огласил. Мыслило сообщество, или как тогда еще говорили, республика ученых, европейская, да? А Ньютон огласил приговор, сформулировал закон, например, всемирного тяготения или там 3 закона механики. Понимаете, да? Значит, чтобы мыслить, не думать. Думание – это отдельная штука. Думать вы можете более-менее искусно, да, и у кого-то там хорошо развито образное воображение, там, да, у кого-то хуже, там, неважно. Это ваши индивидуальные дела. А мышление – это как суд. И тогда, чтобы мыслить, надо всякий раз выделить себе, кого мы слушаем, кого не слушаем. А что делает судья на суде? Присматривает, чтобы не болтали лишнего те, которые не должны в данный момент говорить. Когда мы включаемся в процесс мышления, да, то, что сказала одна бабка на базаре, нам не важно. А вот что сказал Ньютон, что сказал еще кто-то, да? Они включаются, мы строим соответствующую позиционную схему своего разговора.
Поэтому мы мыслим, включая в себя, ну, например, суждения Ньютона, Аристотеля, Канта и так далее. Мыслить можно, вступая в диалог с Кантом. Канта нет, а вот это вот квантовое, не кантовое, а квантовое, кажется, да, вот это вот все, да, оно присутствует. И мышление, поэтому, как говорил этот самый Гульдаль, датский лингвист, мышление — это как танцы лошадей. Так же трудно и так же редко встречается. Потому что для того, чтобы начать мыслить, надо построить ситуацию. И вот обратите внимание, сейчас мы должны выяснить, мы с вами на этой лекции мыслили или не мыслили. То, что мы все думали, не является для нас ни тайной, ни секретом, да, и мы на этот счет не будем спорить. Мы думали. Более того, кто-то спал, ну, приснул уставший, да, кто-то находился в потоке сознания, как вот этого фолкнеровского, да, где параллельно с тем, что вы слышали, у вас еще вращается там куча других каких-то вещей, да, вот такой поток сознания идет, сознание не останавливается в этом смысле, да. Ну, и это является залогом того, что мы живем. Но вот мыслили ли мы? Слушали мудрого человека. Не, мы мыслили... А как мы это можем выяснить? Проголосуем? Не, мыслили мы... Либо мысль А появилась, можно сравнить с Не, мыслили... мышление, вот как мы пользуемся речью, то есть речь пользуется. Мысли мы потому, что было организовано как бы некое действие, процесс, в котором мы находились. И как бы, ну, поэтому да. то есть ушел, но никуда не пришел. Не, почему пришел? Мы же сделали Вот, вывод. знаете так, давайте это самое. Вот у каждого из нас могут быть по этому поводу свои мнения. Да? Но мы сейчас вопрос как бы ставим всерьез по отношению к этому коллективному мы, которые здесь были. Да? Я могу за себя сказать, что я старался. Ну что я делал? Я выкладывал на доску какие-то вещи, которые всплывали у вас в сознании, поступали или не поступали в ваши рассуждения. Да? Я апеллировал к вашим чувствам, к вашей памяти, там еще к чему-то. Я включал вас в какой-то процесс. В какой-то процесс я вас включал, это точно. А? Но насчет мышления я бы не торопился, потому что, смотрите, Ньютон, конечно, мог ошибаться. Не мог ошибиться в своих в оглашении приговора суда Республики ученых. Да? Но дело не в этом. А дело в том, что вот эта республика тогда, вот как эти танцы лошадей, там редко встречающиеся, не все европейцы включались в этот процесс, да? А те, которые находились на границе знаемого и незнаемого, они тут заглядывали туда, куда не знают. И в этом смысле, понимаете, я ведь вам рассказывал, несмотря на все вот эти вот ухищрения, с помощью которых я организовывал мыслительную ситуацию, или размыслительную ситуацию здесь, да, я ведь знал то, что я вам рассказываю до того, как я сюда пришел. То есть я ничего не открывал. Я не Ньютон. Я всего лишь преподаватель. А если... Да-да. Мышление — это обязательно открытие чего-то непознанного. Ну, почти всегда, да, обязательно. То Да, есть но мышление если- это всегда на грани знаемого и незнаемого, да, и на грани сознания, индивидуального и коллективного. Но ведь в нашем взаимодействии, например, мы этого не знали. И вот это меня утешает. Если вы действительно не знаете, потому что я говорю, как бы, да. Ну, значит, мышление... Моя работа, я осторожно говорю, не мышление, да, моя работа, ну, была не напрасна. Я куда-то вас вывел за пределы того, что было достоянием вашего сознания. Если мне это удалось, я бы очень рад. Но вы помните наши первые лекции, да? Одним из главных подлежащих или субъектов логических наших первых лекций было сомнение. И вот оно у меня остается. Оно у меня остается по следующим основаниям. Как бы, с одной стороны, я пришел к вам, зная, что я буду рассказывать. Я с этим живу. Это, ну, я не родился с этим знанием. Я к нему пришел, тоже участвуя в каких-то... Но оно стало моим достоянием.
И в этом смысле, вот, по отношению к нашему коллективному взаимодействию, да, я могу сказать, ну я-то, коллеги, в общем, скорее всего, не мыслю перед вами. Я, в общем, занимался тавтологией. Говорил вам то, что я знал и до того. Я мог рассчитывать на организацию вашего понимания и так далее. Про вас вы правы. Вот такого я сказать не могу. Хотя, может быть, кто-то и из вас знал, то, что, к чему мы пришли. Да. Ну, это я вот, напевно, і хотів спитати. Коли у виніку вашого викладання, наприклад, персонально я зробив для себе некое відкриття, то это уже будет нашим коллективным мышлением, чи наоборот не будет? Ну, вот мы можем сказать, что вы что-то получили в индивидуальном своем уме, в индивидуальном сознании, да? В этом смысле можете мне взятку отблагодарить, дать в задний карман ровно столько, насколько как бы вы получили нового знания, да? Вот. Но это ваше достижение, понимаете? А мы уже выяснили, мышление это процесс, да? Система в целом. Вот если мы имеем суд, давайте опять вернемся к суду, да? Если мы имеем суд, да? Суд идет, и потом судья говорит, все, хватит, приговор. Оглашаю приговор суда, а я не согласен. И тут смотрите, какая штука. Суд шел, суд мыслил, это был коллективный процесс, суд размышлял и так далее, да? Ну там немножко другая ситуация, там не надо знаемое и незнаемое, да? Там надо восстановить достоверность знания, которым оперирует это коллективное взаимодействие на суде. Да, это тоже будет мышлением, но я сейчас обращаю внимание на следующее, что суд прошел, приговор вынес, приговор суда, это не судья, да? А кто-то не согласен. Ну, например, может не согласен быть обвинитель, может быть не согласен обвиняемый, там еще кто-то, да? И мы продолжаем мысль. То есть апелляция, там суд другой инстанции, там и так далее, да? Мысль продолжается, мышление продолжается. И в этом смысле доходит все равно до какого-то края. Просто вот разные профессиональные мышления. Я сейчас вот вам не рассказывал про это, но уже так в двух словах буквально. Да? Мышление бывает онтологическое. Это то, что противостоит физическому миру. Мышление бывает организованное профессиональное. И в этом смысле мышление физика отличается от мышления юриста. Мы же с вами говорили об онтологиях, поэтому я чаще апеллировал к наукам, да, а не к юриспруденции, например. Вот, поэтому бывает профессиональное мышление, это второй тип мышления. Профессиональное мышление запредмечено. И в этом смысле оно подчиняется другим правилам, нежели, скажем, там, законы логики или уголовный кодекс там, и так далее. Но там тоже есть свои законы, они забиты в предмет. Ну и вот Леонид знает, вот он читал очень хорошую книгу в этом смысле, «Педагогика и логика». Да, там, ну, по-моему, до сих пор нет лучшего изложения того, что есть научный предмет. Поэтому научный предмет, включающий в себя некое сообщество ученых, это единица мышления. Это субъект, который мыслит. Вот как суд мыслит, так и мыслит республика ученых, ну, как метафора на примере Ньютона, да, так и мыслит совокупность людей, включенных в этот самый научный предмет. Да? Сейчас вернемся к этой самой ситуации с судом, когда кто-то не согласен. Да? От того, что кто-то не согласен и требуется апелляция, и значит суд следующей инстанции, это не является основанием того, что суд не мыслил. Понимаете? Мыслил, ну как это, не домыслил. Да? И есть продолжение. Здесь, значит, про себя я говорю с очень высокой долей сомнения, да? Что я не мыслю. Ну, потому что знал. Я работал, но скорее над пониманием. Я старался добиться вашего понимания. Понимание не есть мышление. Предположим, добился, и кто-то получил чего-то другого, да? Но смотрите, от того, что кто-то получил дополнительное там, ну, что-то к своему пониманию мира там, и так далее, да,
не дает мне оснований сказать, что ну, вы-то не мыслили. Да? Про себя я так могу сказать с большой долей уверенности, то есть сомнений в том, что я мыслю. А про вас я такого сказать не могу. Вы могли. Да? Но сомнения сохраняются в том, что это же наша совместная штука. Да? Выньте меня из этого коллектива, и вот. Было бы нечто другое. Вы бы провели эти 1,5 часа как-то иначе. Да? Но вот эти все сомнения у меня сохраняются. Поэтому мышление — это такая организованная штука. И третье, про которое я сказал, да, мышление. Итак, онтологическое мышление — это мышление в мире, которое, в общем, делает этот мир, ну, как на одной из лекций я рассказывал про ноосферу, да, скажем, это вот к этому. Профессиональное мышление — это то коллективное мышление. Есть мышление дазайн. Дазайн мышления — это не индивидуальное мышление, а это мышление здесь и сейчас. Вот оно случилось или не случилось в нашей аудитории, в нашем коллективном взаимодействии. Не спешите отвечать про существование или наличие здесь третьего мышления. Это можно сказать только в рефлексии. Но про рефлексию это уже следующая, последняя лекция. Но и не только про рефлексию. Да. Мы можем сравнить этот процесс, то, что здесь, допустим, происходило, с сигналом, ну, как в той же семерочке. То есть у вас есть сообщение, вы его посылаете, вы, условно, сейчас настраиваете приемник, чтобы мы его поняли, ну, то есть вот язык интерпретировали верно. Вот. Но обратного сообщения у нас, ну, пока нет, наверное, все-таки. То есть вот, если оно состоится, вот сам этот процесс в середине, тогда можно сделать. Ну, понимаете, это же недостаточно. Вот вы сейчас пытаетесь рассуждать в винеровских схемах, да, в кибернетических. Кибернетические схемы, ну, чтобы они, так скажем, заиграли как раз, были более-менее полны, должны быть дополнены шеноновскими. Шеноновским представлением об информации там, и так далее. Да. Кибернетические схемы Винера включают очень важную часть, чего не было, например, в физиологии и бихевиоризме первоначально, да, которые работали со схемой сигнал там, или вход и так далее. Они работали так называемыми рефлекторными дугами. Эрнштейн, физиолог, замкнул дугу в кольцо и стал говорить о рефлекторном кольце, а Винер с самого начала построил систему с обратной связью. Да? Вы сейчас обращаете внимание на обратную связь. Я же, как бы, чтобы сказать, что недостаточно такой схемы, да, должен вам напомнить об интерпретациях, например. А эти интерпретации, они не укладываются в информационную модель вот винеровской кибернетической схемы. Да, и они связаны с сосуществованием таких вещей, которые один без другого тоже не существуют. Знак и означаемые, да, вот эти вот семиотические все конструкции. Но в этих лекциях я об этом не рассказывал. На этом я много топтался вот в предыдущие годы летучего университета, когда мой курс назывался «Введение в теорию систем» или в систему. Вот, поэтому можно описать это в винеровско-шеноновских схемах, но вы потеряете очень большую часть содержания. А можно все-таки, некое краткое резюме? Просто, меня очень волнует четкость понимания определения. То есть мышление это как бы процесс, где взаимодействуют разные стороны, являющиеся участниками этого процесса, и где необходимым условием является выход на грань познанного и непознанного и открытие чего-то нового. Если хотя бы одна сторона или несколько сторон уже знают определенные вещи или факты, то это не мышление, это просто рассуждение, познание и так дальше. Ну да, это может быть того или иного уровня красоты и совершенства тавтологии. Да? То есть мышление... И оно похоже, может быть очень похоже на мышление внешне, но таковым не является. Вот теперь смотрите. Итак, чтобы ответить на ваш вопрос. Так, суд, да, когда мы говорим, вот он мыслит, да, он мыслит не про открытие творчества, да, а про становление истины вот в очень локальной ситуации. И оно включает в себя нескольких людей. Да. Республика ученых, в которой существовал Ньютон, да, включала в себя несколько сотен человек по всей Европе. Да.
Вот когда мы по большому счету говорим про мышление, сколько людей, коллектив, какой должен быть минимальный для того, чтобы мы сказали, что мышление существует? Ну, двое, самое меньшее. 8 миллиардов. По большому счету мыслит только человечество. То есть 2-3 человека это никак не подходит. Вот если мы предметизуем это, да, еще раз, я не собирался это сегодня говорить. Да? Итак, первое, онтологическое мышление. Второе, профессиональное. Третье, да, займ. И вот здесь и сейчас мышление мы с вами подвергли сомнению, да? Но это сомнение не есть отрицание. Я вам говорил, доводы за, доводы против, да? Надо думать. Профессиональное мышление. Вы понимаете, вот есть мышление методологов. Методология не профессия, но тем не менее. Есть физическое мышление, есть юридическое мышление, есть математическое мышление, да? Инженерное мышление. Да? Вот это вот как бы типы мышления, построены на предметностях, которые как бы попадают вот в эту другую штуку. Мы сюда не подпадаем. Ну, я методолог, вы нет, и не готовитесь методологи. Да? Более того, лекции называются философскими, ну, то есть бардак. В общем, никакого профессионального. Было ли здесь мышление? Вот для того, чтобы решать здесь и сейчас, да, здесь и сейчас, в этом нашем взаимодействии, вот в эти отведенные часы, мы можем говорить только про это. Сколько людей нужно, чтобы включено было в это? Ну, мы все. Да? Мы все. В принципе, мы могли симулировать, разыграть это. Ну вот, скажем, я с коллегой начал бы это, да, а вы бы были зрителями при этом. Но мышление, предположим, было бы, да. Главными участниками были бы мы с ним, например, а вы бы зрителями. Но без вас это мышление не было бы таким, как если бы мы тет-на-тет разговаривали. Да? Поэтому вы, даже будучи зрителями, все равно участвовали бы в этом. Да? И тогда минимальное количество людей, которые должны были бы участвовать в мышлении здесь сейчас. Это все присутствующие. А вот мышление онтологическое, да, это которое Ньютон открывает новое знание. Это то, что знает человечество. Граница определяется тем, что знает человечество. А если мы что-то не знаем, это школярство. Это значит, надо пойти и спросить у кого-то. Да? А тот вам расскажет. И это не мышление. Или прочитать где-нибудь. Я еще вам не дал, заговорился. Вы хотели что-то спросить? Я думаю, потом. Хорошо. Так, а результаты мышления какие-то есть? Или такого профессионального? Нет, почему? Результатом мышления является мысль. Грубо говоря, онтологическое — это законы, те, которые составляют общее. вот онтологическое — это новое знание, которым мы обогащаем человечество, культуру, историю. Оно состоит в том числе и из законов Ньютона тоже. Да, да. Но они же уже старое барахло. Да? Скажите, А мысль здесь, да, она тоже может быть. Но тогда нам надо было бы, понимаете, вот еще одна тема у нас была в лекции, идея, да? Я вам говорил о цикле жизни идей, там, как она циркулирует и так далее. Мысль — это тоже такая сложная вещь. И можно было бы, и нужно было бы, наверное, было бы время рассмотреть, как мысль. Но в чем воплощается мысль? Я вам скажу тоже, как бы, вот тогда тоже я это не рассматривал, да? Вот если мы рисуем мыслящий коллектив, ну, действительно состоящий там достаточно из двух взаимодействующих на полном серьезе людей, то место определения или место существования мысли в двух местах, которые я должен сюда пририсовать. Одно место мы называем доской. Доской или табло сознания, или теми вещами, которые могут быть интерсубъективны. Да?
которые могут опознаваться всеми присутствующими, будучи воплощены во что-нибудь. Знак, поэму, там, я не знаю, формулу и так далее. Да? Раз. И второе место, где мысль обретает свое существование, это индивидуальность. Не индивид, а индивидуальность. То есть все мы как индивиды одно и то же. Да? Биологические индивиды. А вот каждый из нас индивидуальность. То есть, что такое индивидуальность в данном случае, если коротко там остановиться, да? Это то, чем мы отличаемся друг от друга, то есть уникальный как бы, да? А вторая сторона индивидуальности – это то, что мы сохраняем идентичность при любых изменениях. Ну вы же не ходите писать в горшок, как бы сейчас, да? Раньше ходили. Раньше вы кушали только манную кашку и говорили ля-ля-ля там, да? Теперь вы читаете серьезные книжки, разговариваете со мной, и вы совсем не младенцы. Но вы же помните, что вы это одно и то же, да? Вот в индивидуальность входит вот эта вот преемственность измененных людей, да, индивидов, и уникальных. Так вот, если в вашей уникальности появились изменения, это тоже значит было мышление. Поэтому почему я не стал с Саулой спорить, как бы, да, что он там что-то приобрел. Меня вообще мало волнует, что приобрели, потому что, ну, если я знал это без того, ну, подумаешь, что Саула приобрел, тут что-то узнал. Да? Вот. Но то, если это получило какой-то отпечаток на индивидуальности, либо на доске, доска это метафора, да? Доской мы с одной стороны вот всегда имеем доску, да, куда можно выкладывать общие какие-то вещи. Но это у нас слово доска заменяет такие вещи, как сознание, там, табло сознания мы иногда можем говорить, доска там, и прочее. Вот мысль существует. Если она здесь возникла, процессуально, и вот как эта вспышка, да, возникла, то она остается как то, что, ну, как результат. Либо здесь, либо здесь. И это два места существования мысли. Про вас и ваши изменения индивидуальности я не знаю. Слово сказал, я знаю. Ну, то есть я готов поверить. Правду он сказал, не знаю. Неправду, трагическое не представление. Да? Это могло быть просто питанием. Да. Ну, а мог быть реверанс, там, мало ли чего. Да, да, мало ли чего, и это могло быть. А можно ли, ну вот, будет ли правильнее говорить не я мыслю, а я участвую в мышлении? Ну, конкретно, если как бы дисциплинированно, то да. Да. Ну, можно было бы сказать, если мы как бы смогли бы в рефлексии, на что у нас особо нет, не предусмотрено время, выяснить, что все-таки до займа, здесь и сейчас, было мышление. И мы можем обнаружить его следы на доске или в индивидуальности, то мы могли бы корректно и четко сказать, да, нам довелось, посчастливилось поучаствовать в мышлении, причиниться мышлению. Вот мы методологи так про себя и говорим. Нам иногда удается причиниться к мышлению. Изменение индивидуальности может произойти там завтра, Ну, если они произошли, то они произошли. Вы можете их осознать, обнаружить, да, потом. Это как вот денежку мы потеряли, изменения произошли. А обнаружили мы это только на следующий день. Или наоборот. Договорились. Неотложные реплики, замечания, возражения, шлемования есть? А как это или наоборот? Денежки мы потеряли, а потом или наоборот вы сказали, я это разумею. Ну, это с денежками уже вряд ли. А вот с знаниями, с мыслью, да, это очень часто происходит. Вот, во всяком случае, на моей биографии бывало такое, что, скажем, изменения, которые я претерпел в своей жизни под влиянием каких-то других людей, например, или событий, я обнаруживал только через год. Да, но или наоборот.
Это было отшивание змены, а потом змены Не, было. наоборот, я сказал про потерю. Вы потеряли 3 рубля, да, обнаружили это на утро только. Да? Или наоборот, я говорю, что не с рублями, а с другими вещами изменения обнаруживаются иногда через некоторое время как приобретение, а не потери. Там была потеря, а наоборот, это значит приобретение. Хорошо, а реплику можно? Да. Ну, получается, я могу участвовать в профессиональном мышлении часто, да? То есть у меня работа, допустим, управление проектом, да, то есть это же объединение каких-то там, участвуют многое количество людей, да, которые все это объединяют и выдается какой-то виде какого-то там документа, да. Ну вот, понимаете, я не могу вам ничего на это сказать сразу, да? Я скажу иначе. Ну, точнее, спрошу, скажите, в Беларуси есть ученые? Академия наук есть. Академия науки, это я понимаю, Академия науки есть. Если онтологически, то я не знаю, наверное. Ну вот если мы возьмем профессиональное мышление, это как мышление в научном предмете, да, то в большинстве случаев люди, которые носят гордое название ученые в Беларуси, таковыми не являются. Они не причастны к мировому развитию своих дисциплин. Да? Это не значит, что они плохие люди. Ну, потому что нужно же преподавать какие-то науки, да? Нужно работать, реализовать. И в этом смысле профессиональное мышление это не значит, что человек, достигший некоторого уровня знаний и умений в профессии, да, сразу мыслит. Он может просто быть реализатором, работать. Это другая штука, да? Реализовать, воплощать, там еще что-то такое. То есть инновация это мышление. Ну вот не торопитесь, все за это самое, засинонимировать, загнать в гробики определений. Но имеется в виду, что результатом, что профессиональное мышление тогда, когда появляются там новые технологии и разработки. Нет, не совсем так. Профессиональное мышление это когда вы включены в коллективное, ну пусть рассуждение, да, в большой коллективный диалог, в котором могут участвовать десятки или сотни людей, да, по основным проблемам современности в вашей научной дисциплине. Участие в конференции, это участие в мышлении. Вот вы меня замучаете. Народ Понимаете, хочет вы не критика. вынуждаете меня говорить некоторые вещи, которые я не хотел говорить в сегодняшних благостных лекциях. Понимаете, большинство конференций, ведь вот даже коммуникации в себе не содержат. Приходят люди, как долдоны, читают по бумажке какой-то дурь, блин, невообразимую. Их никто не слушает, поэтому эту дурь как бы можно... Да. Вот мы в Летучем университете делаем конференции. Зимние, у нас есть такое мероприятие, один раз в год, зимняя конференция. Да? Кто-нибудь был из вас, из присутствующих на этой зимней конференции? Несколько человек были, да? Чем отличается вот эта конференция? Я не говорю про содержание, там не надо комплиментов и так далее. Просто по внешнему виду. Чем отличается конференция, на которой вы были, от обычных научных конференций? Потому что там время разделено ровно наполовину. Половину ты говоришь, половину вы разговариваете. Мы на конференциях даем возможность диалога, коммуникации и так далее. Нет коммуникации, точно нет мышления. Но наличие коммуникации не гарантирует. Ну, один раз случилось. Один раз случилось, это точно. Даже на моей памяти случилось один раз. Не знаю. И ты тогда согласился с этим, так что теперь не отказывайся. Я могу ошибаться. Можно вот такой вопрос? Я первый год здесь, и в принципе, насколько я знаю, такого предмета, как мышление, нигде ни в одном вузе не преподается. Если эта вот лекция выкладывается в интернет, к ней приобщается сразу, может весь мир, если весь мир посмотрит. То есть сразу распределяется по всем, по всем странам. Да. Мышление. Значит, мы приобщились к процессу. Знаете, вот я же вам говорил, что то, что я рассказывал сегодня, да, я знал
до того, как пришел в эту аудиторию. Более того, я уже про это рассказывал. Более того, я про это слышал от своего учителя. Поэтому я не претендую на авторство и изобретение этого. Мой учитель согласовал это с другими учителями. Это вообще-то в мировом знании человечества уже есть. Другое дело, понимаете, вот если вы посмотрите фильм Феллини, вы причинитесь к высокому искусству. Неизвестно. Понимаете? Вот на кого-то это производит сильное впечатление, да? И в этом смысле эффект искусства, он ведь почти такой же, как я рассказываю про мышление. Да? Без зрителя он не бывает. Без работы зрителя, да? Квалифицированного зрителя, то есть хорошего зрителя и так далее. Да? И вот это почти как когда-то Аристотель еще там до кино про театр писал. Да? И когда вы смотрите фильм Тарковского, там, Феллини или еще кого-нибудь, да? Вы вот соучаствуете в творении чего-то, да? И потом на вас это остается, как на вашей индивидуальности. Да? И вы можете смело сказать: я вырос на стихах Быкова, например. А может и нет, правильно? Так же и здесь, понимаете? И как правило, вот все то, что я старался сегодня организовать неким образом вот понимание, да? Нечто общее в этой аудитории. В кино, при просмотре, вы, когда посмотрите, вы сможете это отметить, вспомнить, рефлекснуть чуть-чуть, да? И надо быть очень квалифицированным зрителем, очень квалифицированным, чтобы, не будучи здесь, это увидеть. А на словах, понимаете, вот про мышление я написал статью в философскую энциклопедию. Она прошла не очень замечена. Вот мои статьи, там, техника, образование, они получили хорошее распространение. Вот если у меня есть индекс Хирша, например, то он как бы во многом складывается из моих образовательных книг и статей, и вот в частности из статьи образования, которые сейчас начинают все больше и больше цитировать. В диссертациях, там, кандидатских, докторских и так далее. Ну, в энциклопедии есть, да? Вы думаете, что вот то, что там есть, оно уже стало состоянием культуры? Ну, или в смысле культуры, вот как человечество, да, оно уже там есть, вот в этой культуре, в нормах оно есть. Оно там вечно уже будет храниться. Но в ситуации, в социальном измерении,